Пожилые люди – самая легкая добыча мошенников, ведь это поколение привыкло доверять всем, кто представляется официальным лицом. Злоумышленники играют на человеческих чувствах и эмоциях, не дают времени обдумать ситуацию и проверить ее достоверность. Здравствуйте, вас беспокоит сотрудник полиции. Ваша дочь стала виновницей аварии, возбуждено уголовное дело. Чтобы прекратить уголовное преследование, необходимо заплатить денежные средства в размере 300 тысяч рублей. К вам приедет курьер, передайте ему деньги. Я же ему последние деньги отдала. Испугавшись за родственника, люди пожилого возраста соглашаются на все условия, лишь бы помочь родным, которые оказались в беде, и передают деньги лично в руки курьеру. Курьеры, которые забирают деньги у пожилых людей и передают их мошенникам, становятся соучастниками преступления. Хочу принести извинения перед пожилыми женщинами, которым я принес ущерб. Я устроился на работу курьером наличных денежных средств. Я содействовал мошенникам, через которых получал денежные средства от граждан, в том числе пожилого возраста. Всем, кому я причинил какой-либо материальный ущерб, прошу меня простить. Хочу извиниться и раскаяться за содеянное. Запомните, если вам звонят с незнакомого номера и сообщают, что ваши близкие попали в беду, а для того, чтобы решить проблему, нужна крупная сумма денег, прервите разговор и позвоните родственникам. Убедитесь в полученной информации. Ведь по такой схеме действуют мошенники. Если же вы стали жертвой мошенников или подозреваете, что в отношении вас планируются противоправные действия, незамедлительно обратитесь в полицию.